По черной смородине создано 6 сортов. Это самые первые, самые ранние сорта якутская и харакаталык, которые были созданы в 1989 году. Потом в 90-м году были созданы еще более крупноплодные новые сорта. Это эркени и мирючана. И в 2005-2006 годах это были выведены новые сорта люция и памяти кандыла. А вот по названиям, откуда они берутся-то? Первое название сорта якутская, это как в Якутии. Самый первый сорт, поэтому назвали якутская. А харакаталык? А харакаталык это уже был Черткова Мария Алексеевна, первый селекционер по ягодным культурам, именно по черной смородине. Она дала название сорту харакаталык, потому что у нее муж Иван Гоголев написал тоже произведение под названием харакаталык. Многим нравится сорт харакаталык за счет ее вкусовых особенностей, как самая высоковитаминная, и по вкусу она ближе к дикорастущей ягоде, смородине малоцветковой. Также новые сорта тоже начинают уже пользоваться спросом. Это эти мирючана. Кому-то нравится мирючана, она таким сладким вкусом, ягоды очень крупные, сладкие, темно-коричневые. И новые сорта только начинают люди узнавать постепенно, начинают выращивать. Эти люция и памяти кандыла. У населения, можно сказать, разный вкус. Кому-то нравятся такие, кому-то такие. Вот я в будущем хочу заниматься ягодоводством. А какой сорт вы мне предложили бы? Я предлагаю вам посадить разные сорта. Не только один, потому что они все отличаются и вкусом, и ранним сроком созревания. Лучше посадить несколько, даже 3-4 сорта разных сортов. У меня 2 гектара, предположим, да? И сколько кустов мне нужно будет? Примерно 3 квадратных метра на один куст. Это при схеме посадки 2,5 на 1,5. Выходит 3333 куста. Урожайность у всех сортов разная, в зависимости от сорта, то есть имеется в виду. А какой сорт самый? Самый урожайный – это сорт якутская. При хорошем уходе с одного куста можно получить 9-12 килограмм. И такие средние урожайные сорта люция, памяти кандыла по 5-6 килограмм. И эти харакаталык, где-то харакаталык 3-4 килограмма. Урожайность вы можете получить через год после посадки. Допустим, вы сажаете растение 2-летними саженцами. В этом году вы посадили, на следующий год 2 года ухаживаете, и через год, получите уже первый урожай. Тогда через 3 года? На 3-4 году жизни выходит. А сажаете вы 2-летними саженцами. Сажаете на хорошее, на открытое, солнечное место, непродуваемое. Можно с северной стороны, чтобы было ограждение, или забор, или что-нибудь, да? Или у вас дом находится с северной стороны. Это светлолюбивая культура. Выбирать место надо, чтобы не было грунтовых вод, чтобы не было никакого подтопления. В общем, солнечное, ровное место выбираете. Копаете яму примерно размером 40 на 40 и глубиной 40-50 сантиметров. Подготавливаете грунт, верхний слой почвы отбрасываете в одну сторону, там идет более питательный слой, потом нижний слой уже глинистый тоже отбрасываете в другую сторону и перемешиваете верхний хороший слой почвы с перегноем, хорошо перепревшим перегноем, пропорции 1 к 1. Все, добавляете какое-нибудь комплексное минеральное удобрение, амофоску или азофоску, где-то примерно 2/3 граненого стакана, и древесную золу. Можно горсточку древесной золы. Все хорошо сверху на поверхности почвы перемешиваете, обратно заправляете в яму и делаете небольшое углубление. Сажаете растение немножко под углом в сторону севера, под углом 45 градусов, чтобы полностью круглые сутки хорошо растение освещалось. Делаете углубление, поливаете, потом сажаете растение и немножко заглубляете на 5-6 сантиметров от корневой шейки. Немножко заглубили и присыпаете хорошо землей, притаптываете ногами, уплотняете, еще раз поливаете. Растение обязательно нужно обрезать, примерно на 1/3. Растение обрезаете, и все. И потом можно сверху присыпать перегноем, промульчировать дополнительно. Уход в основном заключается, время от времени надо хорошо, обильно поливать. Если вы посадили весной, то в течение сезона хорошо проливаем тоже полностью, чтобы корнеобитаемый слой был напитан водой, пропитан. Необходимо постоянно рыхлить,
пропалывать сорняки, подкармливать, как и любое культурное растение. Черная смородина нуждается в постоянном уходе. Она зимостойкая, она может зимовать под открытым небом. Обычно ее не надо ни прикапывать, ни укладывать, ничего, не прикрывать на зиму.